Я хотела бы начать с истории исследования поэмы, потому что в науке создалось такое интересное направление юсуфоведение. Юсуфоведение – это направление, которое объединяет и литературоведов, и языковедов, и философов языка, и историков, и определенно такое интересное, и оно продолжается уже продолжение столетий, можно сказать. История исследования поэмы подробно описана в трудах известного татарского ученого, литератора, который исследовал эту поэму и выявил первоисточник в трудах Нурмухамеда Хисамова. Он рассказывает, что эта история начинается с 1831 года, когда Генрих Леберих Флейшер, востоковед, арабист, санскритолог, немецкий ученый, тюрколог, свои 30 лет составил каталог восточных рукописей Королевской библиотеки Дрездена. Это значит 1831 год. И включил в этот каталог поэмы Кысаи Юсуф Кул-Гали. Однако за 6 лет до этого, в 1824-25 годах, известный татарский поэт-мыслитель, богослов Утазимяни, Абдрахим Утазимяни, на основе сличения нескольких рукописей, точное количество рукописей неизвестно, составил первый критический текст Кысаи Юсуф, который был издан в Казани в 1839 году. Впоследствии, в 1983 году, татарский ученый Фазл Фасиев на основе вот этого текста, сокращенной редакции поэмы, он составил полный вариант Кысаи Юсуф, включая туда опущенные Утазимяни строфы, которыми мы пользуемся до сих пор. И хочу отметить, что есть некоторые претензии вот именно к этому изданию 1983 года. Это претензии в большей степени лингвистов, потому что при транслитерации текста с арабского на русский, на кириллицу, были допущены, нельзя назвать это ошибками, было допущено оттатаривание текста. А текст – это первый датированный текст, поэтический текст именно булгарского периода, 1212-1233 годов, и язык довольно древний. И из-за транслитерации вот эта древность языка немного ускользает от взгляда читателя. Далее, в 1885 году известнейший татарский богослов Шихабуддин Марджани в труде «Аль-Кисм аль-Ауаль мин китаби Мустафа аль-Ахбар фи ахвали Казан ва Булгар» признал поэму татарским и уделил ей особое внимание. Первое лингвистическое исследование, следующий сайт, поэмы было произведено голландским, нидерландским ученым, историком-востоковедом, исламоведом, специалистом по истории, культуре, языкам народов Ближнего Востока Мартин Теодором Хоусма в 1889 году. Я не буду останавливаться на всей истории исследования, но тем не менее хочу сказать, обратить внимание, что история исследования как таковая, она началась еще в Европе даже, не у нас. И такое пристальное внимание к этой поэме объясняется именно и языковыми особенностями, потому что другого такого произведения, которое вызвало столько споров именно у лингвистов, наверное, в Поволжье все-таки нет. Начиная с этого времени, поэма всегда притягивала взгляды ученых и порождала споры, в основном следующий слайд, в основном относительно 3 вопросов. Это автор, это язык поэмы и территория, место, государство создания. Нурмухамед Хисамов выяснил, что первоисточником всех тюркских версий сказания о Юсуфе является прозаическое сочинение XI века гератского
шейха Абдуллах Ансари, Анис Аль-Мурюдин, Уашамс Аль-Маджалис, друг мюридов и солнце бесед. Об авторе мы позже еще поговорим. А вот язык и место создания поэмы, они взаимосвязаны. Язык поэмы смешанный. Об этом говорят все исследователи, начиная с таких знаменитостей, как Броккельман, Эмир Наджиб, Эдхам Тенишев и многих других. И в связи с этим выделяются вот 3 региона написания поэмы. Это Малая Азия, имеется в виду срединная часть современной Турции, Анадолу, территория, это Карл Броккельман называет. Средняя Азия, современная территория Киргизии, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана. Эмир Наджиб придерживается такого мнения. И, естественно, Поволжье. Поволжье – это домонгольское время. И самый такой ярый приверженность этой идеи, этого варианта мы можем назвать Алмаз Джавады. Если Александр Самойлович признавал кипчакские элементы в языке поэмы, то Амир Наджиб указывал на преобладание агузских элементов и называл язык поэмы харизнийским. Следующий слайд. Запечатлен очень яркий спор между Амиром Наджибом и татарскими учеными, такие как Джавад Алмаз, считавший язык поэмы булгаро-татарским. В некоторых трудах ученых язык поэмы определяется как чагатайский, однако, как известно, чагатайский язык все-таки сформировался намного позже. Карл Броккельман считал язык поэмы староосманским и писал, что в поэме присутствует всего-навсего 9 татарских слов, что, конечно же, не соответствует действительности. И тут я должна обратить внимание, несмотря на спорные взгляды, Амир Наджиб пришел к очевидному выводу. Он пишет: обзор лексики и морфологии языка Киса Юсуф показал, что язык поэмы существенно отличается от языка поэтических сочинений среднеазиатских, золотоордынских, мамлюкско-египетских, как предыдущих, так и последующих веков. Вот эта его мысль очень хорошо потом подтверждается теорией элитарности литературного языка. Он пишет еще: язык памятника занимает особое место среди языков средневековых тюркоязычных памятников агузско-кыпчакских и кыпчакских. Независимо от этнической принадлежности автора, в основе языка этой поэмы лежит агузский язык, вернее, один из его диалектов. Или это язык, подвергшийся сильному агузскому влиянию и в результате долговременного проживания автора поэмы среди агузских племен. По исследованиям Рамиля Исламова, списков поэмы на сегодняшний день насчитывается больше 300, 339, если я не ошибаюсь, он отметил. Проблема здесь в чем заключается? Следующий слайд. Есть формы литературного языка. Советская лингвистическая наука не делила литературный язык на язык сословий, хотя это очевидно для донационального языка и прекрасно видно по истории русского литературного языка. Существуют элитарные формы литературного языка, среднелитературный, может быть, это, наверное, даже точнее будет называть типом литературного языка, литературно-разговорный и фамильярно-разговорный. И тут подчеркивается, что основная масса современного общества разговаривает на среднелитературном языке ввиду образования, ввиду того, что большинство населения у нас имеет среднее или же высшее образование. Литературно-разговорный – это когда мы разговариваем, когда литературный язык уже становится языком повседневного общения и язык семьи, а фамильярно-разговорный, когда образованный человек разговаривает, общается с человеком, у которого нет высшего образования. Примерно так это преподносится в филологии. Элитарный тип языка
следующий слайд. Тут несколько слайдов, где описывается, что значит элитарный тип языка. Максимально полное владение всеми возможностями языка, умение использовать нужный в данной ситуации функциональный стиль, строго различать нормы устной письменной речи и так далее. На экране все это видно, я не буду озвучивать. И в данном случае это взято из трудов Сковородникова. Я хотела бы вот как раз привести отрывок из вашего труда, Искандар Леонидович, последний труд, где вы очень интересно описываете атрибуты правящей, военной и административной элиты, куда относятся престиж, социальный статус, капитал, богатство, имущество, власть, господство над людьми. Это вы приводите цитату. И сюда я бы еще добавила следующий вот атрибут – это обладание или владение определенной престижной формой речевой культуры, языка. Потому что общение элитарной части общества и общение более низких слоев общества, естественно, это отличается. Далее, на следующем слайде, я хотела бы объяснить, в чем выражается элитарность языка Кайсаи Юсуф Кулгали. Для носителя элитарного типа прецедентными текстами, то есть текстами, которые он не только знает, но и ориентируется на них, как на образец своей речи, являются прежде всего тексты классической художественной литературы. К большому сожалению, вот датированное произведение булгарского периода – это только Кайсаи Юсуф. Но это не говорит о том, что не было других произведений, потому что на пустом месте такое гениальное произведение не может рождаться. И можно подтвердить, вот этот первый пункт можно подтвердить многочисленными фактами, которые приводит Кулгали в своем тексте. Например, он демонстрирует прекрасное знание Корана не только в общем виде, а именно детальное. Например, когда перечисляются пророки, имена пророков, описываются их деяния вскользь. Например, ondan sonra evvel Siddik sahibi Gar içinde Mustafa'nı tuttu uyar. Гар Магаре içinde, то есть в пещере он был другом Мустафи. Такая деталь. И если не знать литературу и если не владеть классическими знаниями, естественно, произведение невозможно отразить. Второй носитель элитарного типа относится к своей речи критически. В нескольких местах в поэме поэт утверждает: «Меня тауфик капусин ашу вергель, гакум сахих делим сфасих кылгыл инди». То есть сделай мою речь ясной. В нескольких местах, в нескольких случаях акцентируется внимание именно на это. Ну и так далее. Тут много можно привести. Да. Следующий слайд, пожалуйста. Это мы пройдем, пробежимся. Следующий. Также сравнительная отдаленность языка элиты и общенародного языка вплоть до использования разносистемных языков. Тоже вы в своей выступления приводили в пример, когда язык элиты совершенно другой, разносистемный может быть. Это и по истории русского литературного языка можно наблюдать. И также у нас арабский и персидский тоже это язык элиты. Язык элиты может быть равен языку протектората, под влиянием которого находится данное государство. Почему мы останавливаемся на этих проблемах? Потому что есть вопрос о привнесении языка, такого элитарного языка, привнесении извне, из Хорезма. Но даже Амир Наджид, вот в предыдущем слайде я упоминала, даже он говорит, что язык Кайсаи Юсуф – это оригинальный язык. Такой оригинальный язык мог создаться, оригинальный литературный язык, язык элиты, мог создаться именно в Волжской Булгарии среди образованной части элиты. Далее, вопрос преемственности. Я уже предвкушаю вопрос, если это язык элиты,
булгарского периода, почему списки Кайса и Юсуф настолько распространены среди татар. Вопрос возникает. Татары это имеется в виду не среди элиты, а именно среди народа. Если посмотрим, этот вопрос очень очевидный. Поэма была написана в XIII веке, и вплоть до XVIII-XIX веков существует такой пробел. Нет списков с этих времен. А в XIX веке происходит такой взрыв переписчиков. Поэма много раз переписывается вплоть до XX века. А что происходит с татарским народом в XIX-XX веке? Следующий слайд. Нет, извините. Мы знаем, что татарский язык, он образованный. Открываются школы, открываются медресе. И есть свидетельство, среди народов, населяющих восточную часть России, татары и магометане занимают первое место, пишет Коблов. Процент грамотности среди них высок даже по сравнению с русскими. Из какого бы сословия ни происходил татарин, он непременно знает начало вероучения, умеет читать и писать по-татарски. Также муллы занимаются обучением детей. Тут много можно приводить свидетельств. И в конце И поэтому вопрос о преемственности, мне кажется, не представляет такой сложности. Да? Татарский язык именно в XIX веке, именно в конце XVIII века уже был готов принять такой элитарный тип языка. Сюда еще можно отнести то обстоятельство, что язык поэмы – это не просто язык, а музыкальный язык. И существует несколько вариантов музыкального оформления поэмы, которые среди народа певцы пели, не просто читали, а певцы пели. Несколько вариантов таких музыкального этого есть. И еще последний слайд. Обычно Кулгали мы видим как такого старца, аксакала, умудренного годами. Но есть наука психолингвистика. Мне кажется, по крайней мере, не то, что кажется, я даже уверена, что Кулгали сам был где-то мужчина средних лет. Потому что психолингвистические особенности, как он описывает вот эту любовь, как он описывает преданность, как он описывает взаимоотношения между братьями, это оставляет возможность думать, что именно не в пожилом возрасте была написана поэма, а в расцвете сил. Спасибо за внимание.